Кутлу-Буга и его сын Ильяс стали ордынскими наместниками в Крыму после того, как Тохтамыш победил Мамая и овладел полуостровом. Чтобы утвердить здесь свою власть, новый хан нуждался в союзниках. Среди прочих, ценным союзником хана могла стать генуэзская Каффа, обладавшая немалой экономической силой и передовым вооружением. Потому хан велел своим наместникам заключить договор с генуэзцами. Прежний правитель Крыма, Мамай, был благосклонен к генуэзцам, и чтобы теперь привлечь их на свою сторону, Тохтамышу потребовалось предоставить им такие льготы, которых раньше им не давал ни один хан. В 1380-х годах между крымскими наместниками Тохтамыша и генуэзцами были заключены договоры, которыми признавалась власть Генуи над всем южным и юго-восточным берегом Крыма со всеми селениями. В длинном перечне населенных пунктов особо перечислялись 18 сел вокруг Судака – Таракташ, Ускут, Коз и другие. Все христианское население этих сел становилось подданными Генуи, а судебными делами мусульманского меньшинства на этих территориях распоряжался Тудун, специальный ханский уполномоченный, резиденция которого располагалась в генуэзской Каффе. Кутлу-Буга и Ильяс вели переговоры с генуэзцами по этим вопросам и подписывали от имени хана тексты итоговых договоров. Генуэзцы устраивали им в Каффе приемы с торжественными банкетами. Помимо переговоров с генуэзской Каффой, крымские наместники Тохтамыша также занимались благоустройством столицы Крымского улуса. Как выяснили археологи, именно при Кутлу-Буге в конце XIV века в Старом Крыму была выстроена мечеть, развалины которой в наши дни принято называть мечетью Бейбарса.